Здравствуйте! Сегодня вновь о самых важных событиях уходящей недели расскажем в информационном выпуске «События недели» на Гал Медиа. С вами Натия Бенделяни. Коротко о главном. Помним, гордимся и чтим. В Гале отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Пристеглись, нас ждут дома. Акция молодежных активистов прошла и в Галском районе. Экскурсия от сыровара. Журналисты Гал Медиа посетили фермерское хозяйство Марины Пацация в Батайгуара. 14 мая первому президенту Абхазии, кавалеру ордена Ахдзепша первой степени, герою Абхазии Владиславу Ардзинбо исполнилось бы 78 лет. С именем Владислава Ардзинбо неразрывно связана новейшая история Абхазии как независимого государства. Ученый с мировым именем, доктор исторических наук, профессор, в самый трудный период встал во главе народа и привел его к свободе. Ардзинбо стал президентом Абхазии 26 ноября 1994 года. Через 5 лет он был избран на второй срок. Владислава Ардзинбо не стало 4 марта 2010 года. 15 мая в Центральном выставочном зале в Сухуме состоится открытие выставки фотографий и презентация книги «Абхазия. Ардзинбо. Свобода», посвященных 78-летию со дня рождения первого президента республики. К новостям в районе. Помним, гордимся и чтим. 9 мая в Абхазии отметили очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 78 лет прошло с того момента, как советский народ одержал окончательную победу над фашистскими агрессорами. День Великой Победы вместе со всей страной отметили жители Галского района. Основные торжества состоялись на центральной площади города Гал и в парке Славы. Об этом расскажет Анжела Убилава. Жители Галского района вместе со всей страной отмечают День Великой Победы. Основные торжества проходят здесь, на центральной площади города и в парке Славы. Повсюду звучат песни военных лет. Активисты раздают всем желающим георгиевские ленточки. Горожане поздравляют друг друга с праздником Великой Победы. Сотни людей вышли на улицы, чтобы отдать дань памяти тем, кто подарил нам мирное небо над головой и счастливое будущее. Поздравляю весь народ Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне. Мы гордимся и чтим подвиг наших предков. Желаю нам всем счастья, процветания и мирного неба над головой. 9 мая по праву можно считать праздником для всех поколений. И это подтверждает шествие бессмертного полка, посвященное 78-летию Великой Победы. Память о героях, сражавшихся на фронтах, в партизанских отрядах, в подполье и тылу, священна, и ее обязаны хранить все. Ведь война так или иначе затронула каждую семью, и мы, передавая из поколения в поколение, должны бережно хранить память о своих предках, их мужестве, стойкости и подвиге. Поздравляю с Днем Великой Победы. Хочу почтить память своего прадедушки и, конечно, всех героев. Очень горжусь им, и я буду вечно помнить его. По рассказам своих родителей, только знаю своего прадедушку, а так была очень маленькая, когда он погиб. О героическом прошлом дедушки рассказал сын Дмитрия Адлиба, первого заместителя главы района по городскому администрированию. Скажи, как тебя зовут, с кем ты сегодня здесь и вот чей портрет ты держишь? Меня зовут Адлиба Вадим Дмитриевич. Я приехал со своим отцом, Адлиба Дмитрием Александровичем. Держу портрет моего прадеда, Адлиба Михаила Григорьевича. Я очень горжусь своим прадедом. Он начинал войну с 1941 и закончил до самого его конца. Он был трижды ранен. Он был пулеметчиком. Ровно через 40 лет войны он умер в 1985 году из
из осколков во времена Второй мировой войны. Поздравляю вас всех с 9 мая. Это священный праздник для всей нашей Родины. Возложив цветы к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, праздничная колонна от центральной площади города направилась по главной улице Гала, Самурзаканская, в парк Славы. В этом году в шествии бессмертного полка традиционно приняли участие руководство Галского района, сотрудники силовых структур, отделов культуры и образования, представители молодежи, школьники. Уважаемые жители Абхазии, от всего сердца хотела бы поздравить всех с праздником 9 мая, с победой, с великой победой, которая состоялась с 1941 по 1945 годах. И очень хотелось бы, чтобы наше мирное небо, наше голубое небо оставалось также добрым, светлым, и оставался этот праздник навсегда в наших сердцах. Спасибо вам большое. Хватит и одной истории, одного примера из жизни участников Великой Отечественной войны, чтобы охарактеризовать всю жестокость и бесчеловечность войны. Для нас, как и для будущих поколений, это должно стать уроком того, чего нельзя ни в коем случае больше допускать. Время неумолимо идет вперед, но вместе с тем оно не властно над памятью народа. И хотя непосредственных ветеранов, которые могли бы рассказать о своем участии в Великой Отечественной войне и преподать урок героизма и любви к своей родине в Галском районе уже почти не осталось, но каждый из нас помнит их, гордится и чтит. Сегодня это великий праздник. Это дед Гаделия Барнаб Якупович пропал в 1943 году в город Керчи без вести. Последнее письмо и вот эта фотография в 1943 году получила семья, и все, после этого без вести он пропал. Я от себя в этом году, я ему в фамильном кладбище поставила памятник. Это большой праздник. В 1943 году моего дядю Чедия Алексея Васильевича забрали на войну. До этого он создал семью. Без вести он пропал. Всю свою жизнь моя бабушка ждала, что он каждый день вернется. Всю свою жизнь моя мама искала бедного моего дяди кладбище. К большому сожалению, она не успела. И мы буквально 2 года назад, благодаря команде «Поиск», нашли кладбище моего дяди, который похоронен в городе Севастополе, который служил в 414-й Анапской дивизии. Шествие плавно перешло в митинг, посвященный празднованию Дня Победы, который открыл глава Галского района Константин Пелия. Дорогие ветераны, жители и гости нашего района, от имени администрации Гальского района и от себя лично поздравляю вас со светлым и великим праздником, 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. 9 мая – это поистине святой праздник для каждого из нас, объединяющий все поколения. Это день памяти великого подвига наших отцов, дедов и прадедов, выполнивших свой долг, отстоявших свободу и независимость Родины и победивших фашизм. Мы не забудем тех, кто, не жалея силы и здоровья, ковал победу в тылу. Опыт наших ветеранов, которые преодолели невыносимые тяготы и испытания в вере и единстве, стремление к лучшему, как никогда нужны нам сегодня. Мы склоняем головы перед светлой памятью воинов, положивших свою жизнь на алтарь победы. Мы гордимся тем, что наши земляки были в рядах войск, отбросивших фашистов от стен Москвы, оборонявших Кавказ, Сталинград, прорвавших кольцо блокады Ленинграда, участвовали в освобождении Берлина и установлении флага победы над Рейхстагом. Низкий поклон вам, ветераны, вдовам и детям войны. Пусть этот светлый праздник станет для каждого источником мира, гордости, наполнит сердце радостью, желанием трудиться на благо района и республики. Дорогие соотечественники, дорогие гальцы, крепкого вам здоровья и удачи нам всем. Уважаемые гальцы, уважаемые гости, уважаемые ветераны, от всей души поздравляю вас с 78-й годовщиной Великой Победы. Хочу вам пожелать всем крепкого здоровья, всего самого прекрасного, мирного и замечательного неба над головой. Мы, гордое поколение тех героев, которые уничтожили фашизм, обязаны чтить память всех тех, кто не дожил до сегодняшнего дня, и продолжать те традиции, которые нам завещали наши деды. Еще раз с Днем Победы!
Мирного неба всем вам над головой. Главный урок минувшей войны в том, что нужно сохранять мир и решать все вопросы со столом переговоров. В мирное время возникают конфликты между людьми, государствами, но всегда должно хватать благоразумия и силы воли, чтобы разрешать их мирным путем. Особенно это важно для нас, живущих на этой планете сегодня. Ведь до сих пор, к сожалению, некоторые не усвоили уроков Великой Отечественной войны и пытаются с помощью оружия отстаивать свои интересы, будь то личные или государственные. Занзава, Мурман, Коргелия, Тенгиз, Багелия, Бондодо, Когохья, Мурман. Ветеранов у нас больше не осталось. Остались только приравненные нам ветеранам. И мы всегда будем помнить одних идеалов, мы никогда не забудем. Нам было бы всегда лучше и хорошо, чтобы над нами, над всеми, над ребятами было мирное небо. Вот когда будет мирное небо, тогда будет и жизнь, и все. Всего за годы Великой Отечественной войны в ряды советской армии и военно-морского флота было призвано свыше 55 тысяч уроженцев Абхазии. Из них 17 430 человек не вернулись с полей сражений. Так Абхазия внесла свой вклад в общую победу Советского Союза над фашизмом. Анжела Убилава, Тея Басария, Бату Библая, Борис Цацуа, Ника Гачава, Гал Медиа. 9 мая – это день, который объединяет все поколения. В Гале также состоялся праздничный концерт, посвященный 78-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне. О нем расскажет наш корреспондент Илона Микава. 9 мая по-прежнему остается объединяющим всех днем. Слишком много боли пришлось пережить поколению победителей. Нельзя вспомнить без слез то страшное время, когда, несмотря ни на что, наши деды и прадеды отстаивали свободу Родины. Нет человека, который не выражал бы благодарность героям, сохранившим мир для своих детей, внуков и правнуков, за ту боль и потери, которые им пришлось пережить. Хочу поздравить всех жителей Абхазии с великим праздником, с Днем Победы. Это на самом деле праздник со слезами на глазах. Для всего человечества праздник 9 мая, День Победы, имеет великое значение. Это победа над злом, над фашизмом. Лично у меня воевал дед Чинжоли Иван Акунович. С начала войны до конца он дошел до Берлина. Спасибо деду за победу. Дед мой воевал, и для нас этот день особенный, так как после этой победы мир очень долго просуществовал в таком виде, в котором я его застал. И сегодня вновь мы видим, что происходит вокруг нас. Желаю планете Земля мира, процветания, чтобы больше никогда мировые войны не происходили. В Великой Отечественной войне воевал родной брат моего деда. Он был летчиком и летал на истребителе. Вот. И всю войну он прошел от А до Я. К сожалению, вторую войну он не смог пережить и умер в 1992 году. Родной брат моего деда, второй, тоже воевал, без вести пропал. И в мемориале в Запорожье его данные написаны как без вести пропавшего Гриша Гиндия. Этот праздник будет всегда наполнен огромным смыслом, и слово «праздник» будет иметь истинное значение данного слова. И хочу поздравить всех жителей города Гал, Гальского района, нашей страны и всех стран бывшего Советского Союза с этим знаменательным днем. Несмотря на прохладную погоду, в этот день на площади собрались сотни жителей и гостей района.
После шествия бессмертного полка и торжественного митинга празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продолжилось в районном доме культуры, где силами отделов образования и культуры была подготовлена концертная программа. Она началась с торжественного внесения государственных флагов Республики Абхазия и Российской Федерации под звуки гимнов двух стран. После был показан видеофильм о героях, ветеранах, уроженцах Галского района. В концерте приняли участие лучшие и всеми любимые солисты и коллективы района. Они представили хореографические и вокальные номера на военную тематику. Также не обошлось без проникновенных стихотворений. Открыл концертную программу Артем Кочарава с песней «Господа офицеры». Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода воссияет, заставляя в унисон звучать сердца. Через песни военных лет, танцевальные композиции артисты дарили зрителям праздничное настроение. Зрители, в свою очередь, дарили каждому артисту аплодисменты. Песни звучали душевно и трогательно. Многие из зрителей не могли сдерживать свои эмоции и со слезами на глазах тихонько подпевали в такт мелодии. В концертной программе прозвучали те песни, в которых запечатлены переживания событий военного времени, сражений, песни, которые во многом сделали советский народ победителем над фашизмом. Эти песни в самое трудное и мрачное время помогали и поддерживали солдат на поле боя, давали надежду женам, матерям и детям, работающим в тылу. Чтобы
дружба всем нужны. Мир важнее всего на свете. На земле, где нет войны, ночью спят спокойно дети. Там, где пушки не гремят, в небе солнце ярко светит. Нужен мир для всех ребят, нужен мир на всей планете. С Днем Победы! Поздравляю вас с великим праздником Победы! Желаю вам мира, благополучия и чтобы никогда не было войны, процветания. Во второй половине дня в Центральном парке имени Веко развернулась полевая кухня, а чуть дальше прицепа с армейской едой были накрыты столы, организованные администрацией Галского района, где все желающие могли подкрепиться вкусной кашей и другими блюдами. На месте передвижной военной кухни образовалась большая очередь. Желающих отведать гречневой каши с тушенкой оказалось немало. Всем с праздником, всего мира и благополучия. Весь народ Абхазии, Советский Союз. Мой дед тоже участник войны 41-45 годов. Ему было 19 лет, когда его призвали на войну. В 21 год он потерял ногу, к большому сожалению. Ему пришлось оставить фронт. После завершения войны он женился, вырастил 4 детей и успел увидеть несколько внуков. Не всех, к большому сожалению. Также я не успел его увидеть, но истории про него, которые я сегодня слышу и мне рассказывают, для меня честь. Необходимо отметить, что на сегодняшний день в Галском районе, к сожалению, не осталось ветеранов Великой Отечественной войны. Но настоящее и будущее поколение никогда не забудет их подвиг, то, через что они прошли. Хочу поздравить весь народ Абхазии с этим знаменательным праздником. Пожелаю мира, добра, счастья, радости и процветания нашей Родине. Для того, чтобы наша Абхазия шла вперед, наши братья, отцы сложили голову. Дай Бог, чтобы наше подрастающее поколение никогда об этом не забывало, и чтобы Абхазия процветала. Пожелаю всем нам мира, добра и процветания. И хочу пожелать молодежи, чтобы они никогда не забывали подвиг наших дедов. Подвиг героев, отстоявших нашу свободу, на века останется в наших сердцах. Проходят годы, но память о тех, кто выстоял в тяжелейшей войне, жива в наших сердцах. Пусть День Победы останется величайшим символом силы и мужества тех, кто объединился против нацизма во имя мира на земле. Наш священный долг – никогда не забывать этот подвиг. Илона Микава, Ника Гачава, Борис Цацуа, Гал Медиа. Силами всего района. О благоустройстве города Гал ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и других плановых мероприятиях рассказал в интервью Галмедиа первый заместитель главы администрации Дмитрий Адлиба. Предлагаем его вашему вниманию. Ежегодно управление городского хозяйства 2 раза в год проводит мероприятия по подготовке к городу к празднованию знаменательных дат. Для нас это 9 мая, победа в Великой Отечественной войне, и 30 сентября, победа в войне народа Абхазии. Значит, мы к этому времени начинаем заблаговременную подготовку, проводим субботники. В этих вопросах подготовки города и вообще, в принципе, района к этим знаменательным датам принимают участие буквально все, начиная от главы района, заканчивая и замами, и начальниками управлений, их отделами, все подчиненные, школы и так далее. В этом году, к 9 мая, мы также начали готовиться заблаговременно, но, как вы сами все видели, в течение апреля не было буквально 3 подряд дней без дождя. В связи с этим мы немножко задержались. Но, тем не менее, именно к празднованию 9 числа мы успели. Была проведена разметка наших улиц, покрашены, выкрашены бордюры и деревья в центральной части города. Очень серьезно нам помогли жители района и школьные учреждения, которые вышли, помогли нашим сотрудникам провести уборку территории. Буквально все организации, учреждения, которые были оповещены о субботнике,
нами вышли нам помочь, но и также люди по своему собственному рвению, желанию вышли и стали убирать прилегающую территорию. 4 дня находится машина в поломке. Сейчас у нас 2 автомобиля, они в плачевном состоянии оба по транспортировке больших контейнеров 9,7 кубовых. И сейчас эти оба автомобиля вышли из строя, мы только вот сейчас ждем запчасти, буквально сегодня вечером или завтра утром эти запчасти должны привезти для того, чтобы эти контейнеры быстро опорожнить и почистить центральную часть города. Извечная проблема заключается в том, что у нас не хватает техники, не хватает рабочих рук. Самые большие проблемы с уборщиками у нас возникают во время сезона ореха, когда сезон ореха начинается. Когда человек может спокойно пойти наемным рабочим, устроиться на ореховую плантацию, и когда хозяин ореховой плантации платит в день такому сборщику 2000 рублей, еще и кормит. И чем мы можем конкурировать, как мы можем конкурировать с таким предложением, со своими 14 тысяч рублей в месяц, и при том, что заставляем их работать круглые сутки фактически. Они убирают, подбирают все и так далее. Тем не менее, приятно признать и сообщить о том, что, по крайней мере, все, кто приезжают в Гал, наши гости администрации, все отмечают, что центральная часть города у нас содержится в чистоте и в порядке. Это так и есть. Так, естественно, в городе проблем хватает, если отойти от центральной части и дороги, и коммуникации. Но, опять же, мы исходим из того, что и по одежке протягивай ножки, как говорится. У нас буквально сегодня принесли заявление жителей улицы Московской, у которых уже неделю нет воды, потому что там из-за ветхости трубу прорвало. И вот я сейчас дополнительно дал задание нашему управлению водоканала пересчитать, но предварительно сами жители ту смету, которую составили по работам, она составляет 90 тысяч рублей, да, только на одной улице, и там несколько домов подключаются к этой трубе. И 90 тысяч рублей для управления – это большая сумма, если раскинуть ее на весь год, да. То есть те деньги, которые у нас на год мы имеем возможность тратить именно на непосредственную деятельность, то получается при грубых подсчетах порядка 200 тысяч рублей в месяц мы можем потратить на вот эти нужды. 200 тысяч рублей в месяц хорошая, богатая семья может себе позволить потратить в хорошем регионе. А у нас город с несколько тысяч человек населения, с ветхой инфраструктурой, со всеми этими вопросами, и мы как-то все равно умудряемся делать так, чтобы у нас здесь все это не обрушилось. У нас вот с главой буквально недавно мы тоже этот вопрос обсуждали, да, естественно, он напрямую заинтересован в том, что в городе все было хорошо и чисто и аккуратно. Он сейчас будет ставить вопрос о приобретении, например, коммунальной машины, да, подметально-уборочная машина так называемая, которая в центральные улицы и проспекты наши сможет прибрать без этих наших рабочих, 8 человек, которые ходят, убирают весь город фактически, плюс граница, начиная с канала. Тем более сейчас администрация проводит работы по благоустройству парка центрального нашего большого. Я думаю, когда будут завершены работы по этому благоустройству, также центральная часть города приобретет еще более опрятный вид. Вот. Но когда мы говорили с главой, да, он заявил о том, что он будет напрямую лично этим заниматься, вопросом по поводу подметально-уборочной машины. Если мы ее сможем себе позволить приобрести, да, это посмотрим в конце года, какие остатки у нас останутся. Если мы ее приобретем, то, естественно, это кратно улучшит качество работ, проводимых по уборке города и территории. Естественно, нам крайне необходимо именно мусоровоз на маленьких контейнерах, да, мы тоже этот вопрос ставили. И как дамоклов меч над нами висит ситуация с уходом сухумчан с полигонов мусорных. Потому что если они уйдут и останется все в том виде, в котором сейчас есть, это будет у нас очень большой проблемой. Но опять же, мы сейчас изыскиваем возможности, может даже исходя из той ситуации, что мы вот по экономическим показателям мы пошли вверх, район именно, у нас могут к концу года остаться какие-то остатки, и мы все эти вопросы сможем, надеюсь, на это разом закрыть. «Пристегнись, нас ждут дома». Акция молодежных активистов прошла и в Галском районе. В ходе акции инспекторы ДПС проверили, как водители и пассажиры соблюдают правила дорожного движения по применению ремней безопасности. Слово Илоне Микава. Силами отдела государственной автоинспекции и отдела внутренних дел по Галскому району совместно с молодыми активистами в Галле прошла акция «Пристегнись, нас ждут дома». В ходе акции инспекторы ДПС проверили, как водители и пассажиры соблюдают требования правил дорожного движения по применению ремней безопасности. А волонтеры клеили на стекла автомобилей памятки по использованию ремня безопасности. Организатором акции выступил отдел по вопросам молодежи и спорта администрации Галского района.
Да. Если вы разрешите, я могу приклеить каждому из вас. Вы соблюдаете правила дорожного движения? А вы пристегиваете ремень? Пристегиваю постоянно. Я житель России, привык это. И постоянно я соблюдаю это движение. Правила дорожного движения должны все соблюдать, не только я. Всегда пристегиваетесь? Обязательно. Скорость не превышаете? Нет. Эта акция проводилась в городе Ачамчира, и нам передали как эстафету. Ремень безопасности – это на самом деле безопасность водителя, пассажиров. Мы видим, что статистика в Абхазии с ДТП очень часто и, к сожалению, с летальными исходами. Это показывает, что ремень безопасности на самом деле необходим. Это правило дорожного движения, и все водители и пассажиры должны соблюдать правила дорожного движения. Идея данной акции возникла у общественного деятеля Ланы Чкадуа совместно с отделом молодежи и спорта администрации Ачамчирского района. С помощью Министерства внутренних дел акцию удалось реализовать сначала в Ачамчире, а после было принято решение продолжить ее и в Гале. Мы надеемся, что сегодня акция пройдет довольно успешно, затем Гальский отдел по молодежи и спорту передаст эстафету другим районам Абхазии. Вы сами понимаете, насколько остро на сегодняшний день стоит проблема с соблюдением правил дорожного движения. Очень часто происходят аварии с летальным исходом, и мы хотим привлечь всех водителей к ответственности, чтобы они пристегивались. И пристегивали не только себя, как водителей, но и своих пассажиров. Это является важной частью правил дорожного движения. Нужно останавливаться, нужно обращать внимание на стариков, на детей, которые, возможно, не в состоянии видеть пешеходный переход или же не в состоянии соблюдать светофор. В Гале достаточно частым явлением является то, что водители не пропускают людей на пешеходных переходах. Сотрудники напомнили участникам дорожного движения, что ремень безопасности в автомобиле является наиболее эффективным средством безопасности дорожного движения и значительно снижает вероятность гибели или получения травм при дорожно-транспортных происшествиях. Соблюдение правил дорожного движения – это самое основное, что должен соблюдать участник дорожного движения, коли он управляет автотранспортным средством. А что именно касается это? Скоростной режим, пристегивание. Конечно, самое грубое – это управление автотранспортным средством в алкогольном опьянении. Потому что в основном все нарушения ПДД и связанные со смертельным исходом – это когда водитель находится под алкогольным опьянением, управляет автотранспортным средством. Это самое грубое нарушение правил дорожного движения, что может повлечь смерть человека. Мое напутствие как сотрудник милиции, я в первую очередь надо себя начинать. Я пристегиваюсь в первую очередь и соблюдаю правила дорожного движения, бдитель на дороге, а также скоростной режим. Расскажите, пожалуйста, соблюдаете ли вы все правила дорожного движения? Стараемся. А ремень всегда пристегиваете? К сожалению, сейчас пристегнула именно вот так, потому что постоянно с ребенком приходится бегать. Да, но когда выезжаем за территорию Гала, обязательно пристегиваемся, соблюдаем все. А что бы вы посоветовали всем участникам дорожного движения? Обязательно соблюдать правила, потому что в любой ситуации ремень, он спасает жизнь. Являясь участником дорожного движения, нужно помнить, что всегда необходимо соблюдать все правила дорожного движения. Ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и жизнь ваших близких, а также других участников дорожного движения и пешеходов. Илона Микаева, Борис Цацуа, Бату Библая, Гал Медиа. Сестра, которая лечит. Международный день медицинской сестры отмечается ежегодно 12 мая и проводится под эгидой Международного совета медсестер. В этот день медсестер Ачамчирского, Ткорчалского и Галского района поздравил Женский фонд развития. Репортаж наших корреспондентов. Международный день медицинской сестры благотворительная организация «Женский фонд развития» поздравила с праздником медсестер Ачамчирского, Ткорчалского и Галского районов. В ходе акции медсестрам вручили небольшие презенты в виде халатов и средств индивидуальной защиты. Дорогой коллектив
Гальской центральной районной больницы. Сегодня я пришла к вам из благотворительного фонда, который называется «Женский фонд развития». И пришла не просто так. Сегодня отмечается Международный день медицинских сестер, Международный день акушерок также отмечался 5 мая, и мы хотели уделить вам небольшое внимание, поздравить вас. К сожалению, ваш труд иногда не так оценивают, не в той мере и не на том уровне, на котором вы должны быть оценены, но мы сегодня хотя бы маленький, но вклад хотим внести, сделать вам немножко приятно, а также напомнить всем людям, которые будут смотреть данный репортаж, о том, какую серьезную работу вы выполняете, и в очередной раз напомнить им, как сильно и как высоко нужно оценивать ваш труд. Всем нашим коллегам хочу поздравить сегодняшний день, День медиков, медсестер, и также всей Абхазии хочу медикам поздравить. Спасибо вашему фонду, что вы позаботились о нас, вспомнили о нас и поздравили. Сестринское дело – важнейшая составляющая в работе всей системы здравоохранения. Медсестры являются главными помощниками врачей. И хотя чаще всего находятся в тени докторов, но именно они оказывают пациентам большую часть медицинских услуг. Капельницы, перевязки, уколы, непосредственное участие в сложных операциях. И на любом участке лечебного процесса медсестра обязана быть ответственной, оперативной, точной. А главное – чутко и доброй к пациентам и коллегам. Я новый сотрудник в этой Гальской больнице, совсем недавно, всего лишь 8 месяцев работаю, но коллектив больницы очень слаженный, люди доброжелательные, все стараются помочь пациентам, которые сюда поступают. Данная акция проводится в рамках проекта «Поддержка женщин в 3 районах Абхазии», который поддерживается Офисом ООН «Женщины в Абхазии». В рамках этой акции мы хотим повысить осведомленность широких слоев населения о том, какой большой труд возложен на медицинских сестер и на акушерок, и какую большую работу они выполняют. Я считаю, что все согласны, что во время пандемии коронавируса многие увидели, какую работу выполняли медицинские сестры, с какими трудностями и сложностями им приходилось сталкиваться. И своей акцией мы хотели в очередной раз показать, насколько важно их поддерживать, насколько важно оказывать им всестороннюю помощь. Коллектив Центральной районной больницы города Гал также поздравил своих коллег с праздником, вкусным тортом и шампанским. В адрес героев сегодняшнего дня звучало много приятных и теплых слов. Хочу поздравить весь наш медперсонал, всех наших медицинских работников, медсестер. Сегодня их день. Здоровья, удачи и в работе, и в личной жизни. Большое спасибо фонду, что вспомнили нас, поздравили наших девочек и сделали один день им более красивым и приятным. Медсестры не только выполняют назначения врача, но и ухаживают за больными, лечат пациентов своей заботой и теплом. От их чутких рук, усердия и доброжелательности во многом зависит как состояние пациента, так и темпы его выздоровления. Бывает даже так, что у них и вовсе не находится времени на отдых. Илона Микава, Борис Сацуа, Гал Медиа. От медицины к сельскому хозяйству. В Абхазии готовят несколько традиционных видов сыра. В последние годы, благодаря поддержке международной организации ФАО ООН, на нашем рынке появились и европейские сорта. Журналисты Галмедиа посетили фермерское хозяйство Марины Пацация в селе Батайгуара. Экскурсию от сыровара прошла Нана Апшилава. Производство сыра – это ремесло, требующее не только специальных знаний, но и достаточной сноровки и точности. При этом многое делается тем же способом, что и много сотен лет назад. Традиция домашнего сыроварения – одна из самых вкусных традиций в Абхазии. Между тем, в домашних условиях сыр может приготовить почти любой. Специальное обучение нужно лишь тем, кто собирается стать профессионалом. В Абхазии сыры делают из коровьего или буйволиного молока. Здесь традиционными являются первый сыр, сулугуни и копченый сыр. Постепенно рынок Абхазии, помимо национальных, стал наполняться европейскими сортами сыра, которые на сегодняшний день востребованы в большинстве ресторанов. Благодаря продовольственной организации ФАО женщины-фермеры получили возможность приобретать знания по приготовлению европейских сыров, таких как кашкавал, халуми и качота. В Гальском районе таких женщин-фермеров сегодня
8. Совсем недавно, 29 апреля, на культурно-деловой платформе КУМА в рамках проекта продовольственной организации ФАО ООН совместно с Офисом ООН содействия расширению экономических прав и возможностей женщин-фермеров прошла ярмарка фермерских сыров, в которой принимала участие и наша героиня Марина Пацация. Съемочная группа Галмедиа вместе с главным ветеринарным врачом района Лианой Ичгириная посетила хозяйство Марины Пацация, чтобы увидеть, как происходит производство сыра. Марина провела для нас маленькую экскурсию. Рядом с домом обустроена пасха, где фермер делится своим умением и демонстрирует мастерство. Везде поддерживает чистоту и порядок. Это надо вакуум сделать. А вот это специально для молока? Это специально для молока. Да. Со своим? Да. Расскажите, пожалуйста, как происходит процесс изготовления сыра? Это уже второй сыр, наш обычный второй сыр. Вот это первый. Вот это первый сыр. Вот. Это халум. Как происходит его изготовление? Есть какие-то специфические? Это первый, как первый сыр. Так получается. И потом 2 часа надо это приготовить. И надо пресс положишь. И да, вот сейчас, вот, видите, вот на прессом. И потом сейчас надо варить туда. Да, после этого надо варить там. И потом чуть-чуть солить надо. 24 часа в холодильник надо ложить. И утром в вакуум надо. Сейчас это вот так надо на кусочку, как печенье, так, вот так. Маленькими кусочками. Да, вот так. Раз. Есть какая-то температура? Да, конечно. Да, 8-10 градусов. Да. Чтобы это приготовиться, халум, так натуральный халум, чтобы приготовилось, надо ровно 5 часов. Сейчас уже прошел процесс. Вот. 10 литров молока получается точно 1 килограмм халум. Да, да, 1 килограмм халум. Даже сулгун, первый сыр, да, все. Когда молоко жирное, тогда получается ровно килограмм. Сейчас он сколько минут должен простоять? Надо вот так тронуться пальцами, пока нету еще. Варить не надо, ну надо попробовать. Продовольственная организация ФАО предоставила корма для животных, ветеринарные препараты и необходимый для приготовления сыров инвентарь, в том числе и вакуумный аппарат. Марину поддерживает ее супруг. Кроме коров, они держат еще буйволов, свиней и разных птиц. Утро, как и у всех фермеров, у Марины начинается в 6 часов, а порой и в 4. Следующим этапом демонстрации стала покраска сыра пармезан. Это пармезан, который зеленый, это пармезан. Вот так покрасишь. И 1 ночь надо в холодильник, не морозилку, обычный в холодильник. И завтра утром возьмешь и надо заворачивать. С другой стороны? Да, да. Чуть-чуть вот туда и все. Давайте, чтобы ничего не испортить там. И вот этот сыр переходит. Все. Марина также продемонстрировала авторский рецепт саджика из болгарского перца и приготовленный по старинным рецептам сыр брынза. Шли 2 дня назад, и еще что меня научили, сколько сорт меня научили, а сейчас уже это тоже добавили, меня научить, чтобы это сколько от 30 литров молока вышло, 6,5 брынза. Да. То есть уже он готов к употреблению, да, этот сыр? Вот, это попробуйте, это брынза. Даже кушать можно на 2-й день, ну, хранить долго. Да.
спорта. Ну, в начальном этапе организаторы ФАО обратились ко мне, как главному ветеринарному врачу района, и попросили представить жителей, у которых есть крупный рогатый скот, которые занимаются животноводством, есть у них молоко, и мы показали, и путем отбора были выбраны фермеры. И вот один из этих фермеров является вот наша Марина Пацацевка, у которой мы находимся в данный момент дома. Организация ФАО проводила очень много тренингов, и в этом тренинге обучались фермеры производству сыра. Ну, она занималась, конечно, производством сыра первого, это местного, и сулгуни. А вот именно сыры, значит, другой технологии, вот именно эта другая технология, значит, были обучены фермеры, и Марина производит вот разные сорта сыров итальянского производства, там кашкавал, халуми и так далее, которые вы увидели. И очень хорошо у нее это получается. Я очень рада, что в нашем районе есть вот такой фермер, который это очень хорошо воспринял, уже есть какие-то запросы. Это очень хорошо, хорошая тенденция, я очень рада. С 2020 года ФАО и ООН «Женщины» реализуют совместный проект «Поддержка женщин в производстве домашней молочной продукции», в котором проводили обучение и оказывали женщинам-фермерам техническую поддержку. Нана Абшилава, Ника Кычава, Борис Сацула, Гал Медиа. В завершении выпуска немного о спорте. 9 мая на Галском стадионе Самурзакан состоялся футбольный финал 14-й спартакиады школ Галского района. Победителем стала команда 1-й городской школы. Второе место досталось команде 1-й школы села Абиркыт и третье место за 2-й средней школой города Гал. Также состоялось награждение победителя и призеров общекомандного зачета, где первое место заняла 2-я школа города Гал, второе место у 1-й галской школы и третье место досталось команде 2-й школы села Хятска. Спортсмены были награждены кубками, медалями и грамотами. Награждение проводил директор детской юношеской спортивной школы Сулхан Киланава. На этом у нас все. Встретимся, как обычно, ровно через неделю. И пусть всех нас ждет больше хороших новостей. Всего доброго, Абзиарас.